Чувашском книжном издательстве вскоре будет переиздан один из любимых сборников чувашских сказок. Иллюстрации остались узнаваемые художника Виктора Бритвина. Книга уже готова к печати, но творческие планы на год этим не ограничиваются. Что еще в задумках у издателей, узнала Наталья Егорова. Для художника Виктора Бритвина чувашское книжное издательство стало судьбоносным. Здесь он проиллюстрировал свою первую книгу. Было это в 1980 году, и называлась она «Привет вашей бабушке». В его богатой биографии были и другие произведения. Сейчас Виктор Глебович для одного из издательств Санкт-Петербурга готовит иллюстрации к роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». 3 тома, там 120 глав, в каждой главе я делал по одной иллюстрации. То есть объем работы очень большой. На его счету сегодня уже более 170 книг. В чувашском книжном издательстве Виктор Бритвин опубликовал и произведения собственного сочинения «Сказка «Царевич Голубок» и повесть «Господин аптекарь», и сам же их проиллюстрировал. Я очень благодарен издательству за то, что здесь был издан вот мой царевич. Это сказка, которую я сам написал. Так случайно получилось, что как-то в разговоре какой-то мне предложили текст, а я сказал: да ну что это за текст, мне не понравился. Говорю, я и то лучше напишу. Ну напишите, Виктор Глебович, вот я написал. Иллюстрация к чувашским народным сказкам – одна из самых ярких работ Виктора Бритвина в издательстве. Книги выпускаются уже в 5-й раз в переработанном виде. Меняются обложки, оформление, но рисунки остаются в неизменном виде. А так будет выглядеть новый сборник. Он почти готов для печати. В издательстве уже строят планы на будущее и вновь хотят привлечь заслуженного художника России. Это сборник новых сказок, чувашских народных сказок. С Виктором Глебовичем мы уже переговоры ведем. Мы рассчитываем, что читатели в конце 2020 года получат совершенно новую книгу, совершенно новым взглядом на нашу чувашскую культуру, на наши чувашские традиции. В прошлом году в издательстве было выпущено 86 книг, из них 39 детские. В этом году своим традициям издатели изменять не собираются. Наталья Егорова, Екатерина Ингалакова, Вести Чувашия.